12 февраля 1708 года за 2 часа до рассвета восставшие горцы подошли к городу Терки и расположились в окрестных садах, выбрав для себя здесь удобную позицию. Впереди восставших во главе с Муратом Кучуковым шли Уздин Лузан и 2 чеченца, показывая путь к крепости. Под покровом ночи восставшие незаметным образом проникли в город Терки. Город состоял из деревянных строений и укреплений. Разгорелось сражение между восставшими и военным гарнизоном города. Борьба длилась до 4 часов следующего дня. Первое сражение восставших с царскими войсками закончилось победой горцев. Восставшими было сожжено много строений и укреплений терской администрации. Много было убитых, раненых и взятых в плен. Кроме того, восставшие захватили в Терках 10 пушек. В 1822 году, 11 февраля, после упорных боев были заняты селения Шали и Малые Атаги. По приказу генерала Александра Грекова оба селения, одни из крупнейших в Чечне, были истреблены до основания. Эти 2 селения были приговорены Грековым еще задолго до февраля 1822 года. Начальник левого фланга ошибался в своих расчетах относительно покорения чеченцев. Февральская экспедиция 1822 года, уничтожение 2 крупнейших чеченских селений Шали и Малые Атаги, не только не привела к успокоению чеченцев, а напротив вызвала новый взрыв недовольства. Оно показало, что ни одно селение, каким бы крупным оно ни было, не сможет защитить себя от царских войск и необходимо объединиться в борьбе за свою свободу и землю. Февральская экспедиция Грекова в 1822 году имела в Чечне широкий резонанс и фактически послужила тем завершающим звеном, которого недоставало в процессе консолидации чеченского общества, и итогом ее явилось движение под руководством Бейбулата Таниева. В 70-х годах XIX века, накануне новой войны России с Османской империей, назревавшейся вследствие исторического спора 2 империй по Балканам и Кавказу, царское правительство стало строить планы использования военного потенциала горцев Кавказа. В феврале 1877 года был сформирован первый чеченский полк численностью 800 человек. Как и большинство частей, сформированных из горцев Северного Кавказа, он активно действовал на Кавказском фронте. В целом, всадники чеченского полка, как и всадники других горских полков, во время боевых действий проявили себя лучшим образом. Они слаженно действовали и в конном, и в пешем строю, метко стреляли на полном скаку. Тактика боя горцев против неприятеля на пересеченной местности, применение рассыпного строя, умение быстро строить блиндажи, волчьи ямы, завалы, действовать небольшими группами остались непревзойденными ни русскими, ни турецкими войсками. За участие в боевых действиях многие горские всадники получили боевые награды и офицерские чины. В результате Первой мировой войны, которая вызвала резкое обострение отношений между богатыми и бедными, возросло недовольство и сопротивление рабочих и горцев тяжелому гнету колониальных властей. Почти все взрослое казачье население, а также каждый 3-й рабочий были мобилизированы в армию. Из добровольцев чеченцев и ингушей были сформированы 2 конных полка. Исключительно тяжелым было положение трудящихся Чечни, и в частности рабочего класса. В феврале 1916 года Грозный становится одним из центров революционной борьбы на Северном Кавказе. В 1916 году в связи с империалистической войной росло недовольство крестьянских масс. В связи с этим были отмечены массовые выступления крестьян-чеченцев во Втурах, Ведено и в других селениях. 4 февраля 1919 года войска под командованием генерала Деникина заняли Грозный, изгнав оттуда большевиков, и вплотную подошли к чеченским аулам. В Чечне, как и на всем пространстве бывшей Российской империи, общество было политически расколото. Наряду с националистами и исламистами здесь были и сторонники большевиков, а также приверженцы белого движения. Однако перед угрозой деникинского вторжения произошло объединение большей части политических сил Чечни. Временно их поддержали и русские большевики. В марте и апреле 1919 года под селениями Гойты, Бердыкель, Алханюрт, Сасанюрт и другими развернулись ожесточенные бои между чеченцами и частями добровольческой армии. Потери с обеих сторон были ощутимыми. Так, из защитников селения Гойты попало более 200 чеченцев и 20 русских красноармейцев. Под Алханюртом было убито более 400 чеченцев и 700 белых. Деникинцам удалось на время закрепиться в плоскостной Чечне.
Что касается горных районов, куда отступили их противники, там к 1919 году образовался мусульманский эмират со столицей в Видино, возглавляемый шейхом Узун-Хаджи. Народный артист Чечено-Ингушской АССР, председатель Союза театральных деятелей Чеченской Республики Султан Абуевич Дакаев родился в городе Грозном 11 февраля 1943 года. В этом же году его семья подверглась депортации в Северный Казахстан, и детство султана прошло в Петропавловске. Вновь он оказался в родном городе 16-летним юношей, окончил вечернюю школу и, отслужив в армии, устроился работать на завод, а все свободное время отдавал художественной самодеятельности. Парня заметили, и в 1968 году, когда он был студентом Чечено-Ингушской студии ГИТИСа имени Луначарского в Москве, ныне Академии театрального искусства. После вуза Султан Дакаев стал работать в Чеченском государственном театре имени Хампаши Радилова, навсегда связав с ним свою жизнь. Он был занят практически во всех постановках. Дакаев имеет широкое актерское амплуа, поэтому он играл и комедийные, и трагедийные роли. Его любимые спектакли «Гамлет» и «Отелло» Шекспира, маленькие трагедии Пушкина, «Женитьба Гоголя» и «Божали» Хамидова.